Вы смотрите, мы вам покажем на телеканале Якутия-24. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня в этот прекрасный летний день мы находимся в селе Хатасы, конкретно на участке замечательной женщины Елена Павловна Турик, ее зовут. Елена Павловна по образованию агроном, и, как она сама говорит, профессия обязывает ее посадить огород, различную культуру правильно. Елена Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам, что пригласили, спасибо вам за гостеприимство. И я предлагаю начать нашу такую экскурсию, да, по вашему огороду. Вот мы можем наблюдать замечательные лилии изначально, вот как только, да? Я их очень люблю, да, вот выращиваю. Желтые, белые. Желтые, белые, ну красные, естественно. Угу. А так вообще там дальше растут, но они еще не распустились. Вот наши сарданы, тигровые лилии. Нынче, видать, все-таки влажность большая в земле, поэтому они очень высокие и будут многоцветковые. Интересно. Но это уже в июле, наверное, да? Нет, это уже к 1 июля уже должны уже расцвести. К 1 да, обычно так всегда бывает. Но мы знаем, что у вас какие-то вот тонкости, хитрости по посадке картофеля, других культур, тех же огурцов, помидоров, да? Елена Павловна, вот в чем секрет успешного огорода из вашего личного опыта? Ну, это первое, конечно, это вовремя посадить. Да. Ухаживать. Так. Самое главное, чтобы не было сорняков. Это карбонатовая теплица. Вот. И вторая теплица, это вот старая теплица, вот, которая уже 25 лет. Она вот, покрываем ее армированной пленкой. Но она тоже чем хороша, что она очень долго держится. Где-то вот, например, у меня первая была 8 лет. Но сейчас не знаю какого качества, конечно. Вот огурцы. Вот в чем разница между карбонатом? Вот, разница очень большая. Потому что карбонатовая теплица не очень жаркая. Хотя вот видите, там и форточка, и двери все открыто, а бывает очень жарко. Например, если у нас тут 30 за 30 градусов, тут все 70 будет. Вот, естественно, растение уже стерилизуется. То есть она всегда открыта, да, получается? Да, ну, утром-то прохладно, конечно, а потом открываем, целый день так стоит. А вот наши вот эти вот простые теплицы, да, все-таки их они проветриваемые и так далее. Поэтому в них хорошо садить помидоры, перцы, помидоры. Огурцы, например, я сажу несколько сортов. Тут у нас 4, да? Да, вида. 4. Вот, в общем, первое, это, конечно, салатного назначения для салата. Это Стелла и ТСХ-98, апрельские. И также вот маленькие корнишоны, это для засолки. Это вот бабушкин секрет, Клавдия, ну, в основном такие вот сажу. Теплица, вот все говорят, что как будто бы как густо очень, да? На самом деле мы садим все по правилам. Так. Например, перво-наперво начинается все с почвы. Почва у нас осенью обязательно землю вытаскиваем. Раньше я вытаскивала на улицу, теперь на вот эту грядку среднюю с обеих сторон вытаскиваем. Где-то она на 50 сантиметров. Потом, когда приходит весна, я покупаю навоз конский и засыпаю. Где-то сантиметров 20. И после этого обязательно проливаю кипятком, чтобы пошла реакция, дала тепло. Потом засыпаю землей. Это уже, ну, там где-то сантиметров 25 и так далее. Потом делаю лунки и высаживаю огурцы. Расстояние огурцов, почему-то кажется, как будто бы так густо, да, должно быть 35 сантиметров. Между кустами? Между растениями. Между растениями. Да. Вот. Некоторые садят очень, ну, так, там 40-50 сантиметров. А теплица должна быть продуктивной. То есть мы должны получать максимум урожая и так далее. Теперь самое вот что основное, вот, да, вот фишка заключается в огурцах, это формирование огурца. Люди
все по-разному формируют. По правилам формировка начинается так. Где-то сантиметров, вот, например, 50, да, мы начинаем пускать боковые. Боковые они, вот они. Вот усик пошел, вот боковой. Угу. Значит, это вот снизу этот 50 сантиметров где-то ну, прошли, и уже отпускаем этот боковой. И на нем оставляем один огурец. Следующий там междуузли оставляем 2 огурца. Ну и так далее. Это по правилам все. Если теплица высокая и так далее. Но так как люди потом устают и уже не хочется ничего, все это забрасывается и начинается джунгли, дремучий лес. Поэтому я, например, вот по своей методике я пускаю все в один стебель. Так. То есть я как посадила, они начинают у меня расти, и появляются вот такие вот боковые. Боковые и усики. Я усик отщипываю и убираю боковой. И так в каждом междуузле. Вот остается один стебель. Прямой вот он идет до шпалеры. Как только он до шпалеры дошел, а теплицы, видите, они низкие, неудобные, я начинаю их опускать. То есть я, значит, вот этот шпагат развязываю, вот так вот, и опускаю. Вот. Он потом закручивается сам по себе. Нижние листья все убираю до огурцов. Вот я убрала. Вот. И они у меня все стоят на одном уровне. Ну, где-то вот так вот. Наполовину теплицы. И опять жду следующего, когда они опять подтянутся. Они все время растут ввысь и растут очень быстро. Поэтому очень удобно. Во-первых, ты никогда не запутаешься. Во-вторых, они урожай дают все-таки максимальный. После того, как ты подкрутила, желательно, конечно, засыпать все это перегноем. Чтобы там, потому что дальше корни пойдут, и все это будет питаться. Вот это вот такая особенность. Поэтому теплица, она всегда аккуратная. Да, аккуратненько очень. Да, все, тут ничего лишнего, ничего нету. Дорожки вот у меня, правда, узковатые, говорят, да? Но по правилам, опять же, да, если нас как учили, допустим, да, так и должно быть, да? В институте, да, что дорожка должна быть 25 сантиметров, ширина лопаты. Так. Вот, но не все там могут ходить-то вот этот. Ну, мы сделали чуть пошире. Благо, повторюсь, что нам повезло с оператором, очень миниатюрный молодой человек, поместился в эти 25 сантиметров. Теперь полив. Ага. Полив, он, например, вот такой жару, вот как нынче, как да? сегодня, да, например. я поливаю 2 раза. Например, в обед, где-то часам, ну, к 11, да? И делаю вот с лейкой, я делаю этот душ растениям. Прямо сверху вот так вот немножко их проливаю. Вот. И потом после уже где-то к 6 основательный полив. И все, огурцы прекрасно растут. Теперь и еще вот что огурцы надо кормить. Потому что это же все равно растение, он просит кушать и так далее. Ну вот мы смотрим, что тут, например, растение нормальное, все, у него питание все хватает, зелененькое, не больное и так далее. Усики убираем. Усики убираем, боковые убираем. Но кормим мы, например, где-то раз в 2 недели. Я обычно кормлю минеральным сложным удобрением азофоской. Ее разводить, значит, надо где-то 30 грамм на ведро воды. И проливать. И поливаем, да? Ну, бывает, что времени некогда, там не хватает и так далее. Я просто рассыпаю. Потому что у него особенность такая, моментом растворяется. Соприкосновение с водой. Полила, и все это растворилось. Быстренько. А огурцы, они вот настолько восприимчивые, да, к питанию. Вот, например, если мы кормим коровиком, первый, конечно, коровиком надо кормить. То получается, что коровяк усваивается очень долго. А это удобрение моментом усваивается растениями, и вот оно начинает быстренько подниматься и так далее. Вот поэтому растения здоровые, больных ничего нету, питания все достаточно. Огурцы мы все очень любим. Ну, в смысле, я и мои собаки. Утром собаки тоже едят? Да, утром у нас начинается, где-то в 5 утра встаю, в первую очередь я иду в теплицу.
И с утра, начиная быстренько прошлась, вот так вот где-то 10 минут, прокрутила их, это убрала усики боковые, Мгм. вот, и огурцы собрала, выхожу, они вот тут уже сидят, ждут. А если я еще задержусь, они начинают ворчать, гавкать. Почему так долго, да? Почему так долго? И вот эта бочка вот у меня стоит, я ее заливаю водой, ага, чтобы например, когда холодные дни, прохладные, да, она нагревается тут за день, и потом проливаешь. Обязательно поливать надо теплой водой, Да, так. потому что они перепады не переносят. Мгм. Это вот вторая теплица, это помидоры и Так. перцы. Ага. Так как она, ну, более прохладная, не жаркая и так далее, Мгм. вот, мы помидоры, значит, садим такие сорта. Это благовест, тепличный, да? И, ну, нынче я посадила, еще этот, мясистые помидоры, орлиный клюв и, забыла, вот, ну, в общем, мясистые помидоры, вот. Большие такие, да? Да, большие, крупные, такие мясистые, очень вкусные. Хотя они позднеспелые, но тем не менее они в теплицах успевают давать урожай. Пускай, значит, их 2 стебля иногда, а вот в основном там, вот, например, там благовесть и так далее, я в 1 стебель пускаю. Тоже удобно. Здесь уже пасынки идут. Вот, да. Вот видите, вот уже, ну, в 1 стебель он идет. Вот появился пасынок, пазуха. Они называются не побеги, а пасынки, да? Так, вот их их тоже все от начала, открываем, и да? вот все убираем, все идет в 1 стебель. Ага, можно на камеру Ага. показать? Ага. Да, вот. И оставляем где-то примерно 6-7 кистей. Кисти вот. Чтобы дали полноценный урожай. Так. Вот. И все. Я почти их не кормлю, потому что там внизу достаточно тоже навоза. Я их проливаю только. Иногда только вот могу вот там 1 раз подкормить и все. Так, здесь у нас картофельное поле. Да, картофельное Ага. поле. Это примерно где-то 3-4 сотки. Ага. Ну, нормальный, огород небольшой. Я сажу вот только местные, районированные сорта. Это что означает? Это районированный сорт. Это сорт, который в Якутии дает наивысший урожай. Меньше подвержен болезням. Хорошо хранится. И самое главное, это вкусовые качества. Наша картошка, вот, например, да, российская, я считаю, что ну, она самая вкусная. Потому что я работала на сортоиспытании, да, мы всегда дегустировали картофель. И очень много дегустировали. И вот все-таки наша картошка, ну, считается более вкусной, потому что крахмалистая, ну и так далее. А тут, конечно, у меня сорта я в основном сажу. Первый это Невский, сорт Невский. Потом сажу Вармас, вот уже по старинке. Потому что Вармас, он чем хороший, он дает максимальный урожай. А правда он некрасивый, у него глубокие глазки. Вот. И осенью он не очень вкусный, ну, обыкновенный. Зато он за зиму набирает все питательные вещества. И лучше картошки после Нового года вкуснее, Да? уже его нету. Да. То есть со временем ему нужно Да. отлежаться. Отлежаться надо. Ага. Это, хотя вот они сорта белые. Мгм. Ну, сами, ну, белый считается, мякоть у них белая. И из розовых, например, из красных, мне нравится сорт Тулунский ранний. Это сорт Иркутской области. Но он, правда, красивый, крупный. Крупный. Да, и дает ранний урожай. Потому что где-то уже в середине августа, 20-х числах, уже картофель у него крупный. Он хорошо чистится, мякоть у него тоже белая и тоже очень вкусный. Вот. А сейчас вот современные сорта, например, вот такие как Розара, все знают, красный картофель. Адретта, например, вот немецкий картофель. Розар это голландские сорта в основном, да? Эти сорта чем хороши, конечно. Они, во-первых, глазки у них ровненькие. Сами они очень красивые. Гладенькие. Гладенькие. Ага. Но мякоть у них желтая. Мгм. Это называется картофель столового назначения. То есть он хорошо идет на салаты. Вот. А по вкусовым качествам, ну, кому как, мне, например, не нравится. Вот. Хотя
в салатах он незаменимый. И, конечно, очень хорошее качество у них, то, что они хорошо хранятся. И вот, например, агрономы у меня девочки, ну, все знают, что вот нашу картошку, мы всегда любим свою картошку. Она вкусная по вкусовым качествам. Хотя многие, может быть, не различают, но сразу же попробовал. И даже знаешь, с какой местности картошка. Например, или она выращена вот там, допустим, в Табаге у нас на горе вот была, да, или на острове, на Улуары, или на Аласах. Совершенно разные вкусы у них. Хотя, может быть, даже один и тот же сорт. Я выращиваю ее голландским методом. Что это означает? Так. Во-первых, осенью обязательно поле пашу. Зяблевая вспашка называется. Так? Я осенью вспахала, весной, значит, ее пропускаю в фрезу, чтобы, ну, была пушистая, мягкая и так далее. Вот, после этого начинается посадка. Для этого мы тяпочкой делаем траншею. Вот так вот идешь, полосочка траншеи. Расстояние между картофелем должно быть 60-70 сантиметров. Почему? Потому что удобно потом будет ее окучивать. После, вот как сделали траншею, я покупаю весной конский навоз и его полностью растираю. Ну, превращаю, так, чтобы он был мелкий. И посыпаю эту траншею всю вот этим вот конским навозом. Все, на этом закончилось, и ложу картошку. Конский навоз это как в случае с огурцами да, тоже? Да, в случае с огурцами, да, потому что питание, во-первых. Балбахи, допустим, это раньше мы, когда корову держали, это балбахи все каждый год и так далее. Но сейчас это, во-первых, дорого, во-вторых, это трудоемко. А тут, значит, мы вот навоз это сделали, все, это и глубина должна быть не более 10 сантиметров, не более. И присыпали землей. Всходы моментально начинаются, быстро. Как только появились всходы, все, первое окучивание идет. Ну, вот так вот, видите, вот немножко проокучивали. Вот, после этого, значит, она начинает интенсивно расти, набирать массу и так далее. И где-то, и вот по мере того, как ты пролила ее, дождь прошел, опять ее набираешь. Вот чем больше масса начинается, вот так вот ее все время окучиваешь. Ну, вот это, по идее, трудоемко, конечно. Я, например, за лето делаю где-то 3-4 окучивания. Ну, их вполне достаточно. Урожай мы получаем, в принципе, неплохой, считаю. Например, в прошлом году мы собрали 22 мешка. Ну, это нормально. Ух ты! И мелко почти не было. Вот. Это вот такой способ. Это он, ну, во-первых, он не трудоемкий и очень эффективный. 22 мешка, ну, на весь год, наверное, хватает. Еще плюс угощаете родственников, да? Ага, а нету какой-то возможности, желания как-то вот продавать, может быть, культуру, да? Наверное, многие интересуются, спрашивают и хотят. Да. Ага. Вот, например, девчата, вот мои агрономы-бригадиры, да, у всех огороды большие. И у всех, естественно, есть излишки. И вот если бы у нас был бы рынок в Хатасах, все-таки сейчас пропагандируется, чтобы у нас продовольственная программа все-таки развивалась, и излишки ее продавали бы на рынке. Да. Мы пытались, как-то вот у нас вот есть предприниматель, который рынок, но, говорит, люди не приходят. Ну, конечно, нужен цивилизованный, хороший, нормальный рынок. И тогда люди бы все равно уходили бы, это же добавка к пенсии. Очень удобно. Конечно, конечно. Да, продавали бы, люди на пенсии сидят, почему бы не продать бы, да, тем более свое, это экологически чистое, там без яда, химикатов, гербицидов, пестицидов и так далее. Поэтому вот... Да, хорошее место, я думаю, привлекало бы и горожан. Да, и горожан да, бы, да. Съезжаться, специально Потому приобретать. что вот мы вот на Аласах крестьянское хозяйство выращиваем картофель, да? У нас он экологически чистый, без удобрений, без гербицидов, без ничего. И вот обязательно вот с города звонят, у кого дети, ну, аллергичные. Вот. И именно покупают именно такую картошку. Да. Ну, это уже необходимость, да. А сейчас, если у нас идет тенденция, что аллергологи, они увеличиваются, эта болезнь прогрессирует, значит, уже надо думать о том, чтобы все-таки экологически чистую продукцию. Еще я вот хочу сказать, что вот у меня стоит 3 короба. Там вот 2 посажены, а вот один он пустой.
Мгм. Я, значит, его заполняю, вот траву кошу сюда, Сбрасываете. сбрасываю, да. Мгм. Потом весной тоже вот добавляю, вот у меня навоз там есть, из земли вот с огорода, и все, буду на будущий год там садить. А вот эту землю, Мгм. которая вот туда, я уже сюда ее переброшу на грядочки, сюда, в огород. И так далее. И Вот уже, как. уже тут заполняем их. Ага. Травы там много. И так далее. Вот здесь у меня помидоры открытого грунта. Открытые. Мгм. Да, вот, например, нынче я посадила сорт монгольский карлик. Ну, у нас же вот как что-то скажут, в прошлом году был морковный, в этом году монгольский карлик. Ага. Свекла очень красивая. Прямо. Да, вот поливать надо уже. Ну, Ага. морковь мы тоже садим сорта. Я, например, очень люблю сорт витаминный 6. Мгм. Хотя сортов множество очень всяких. А вкуснее вот витаминной нет ничего. Меня вот интересуют ваши растения. Да, и там вот как к вам заходишь, Лена Павловна, Деревья? красивое дерево стоит Ага. огромное, да? Ну, мы можем тут вот Это пройти. вот, да, пройдемте. Ага. Мгм. Не стесняйтесь. Черемуха, это якутская наша сирень. Ага. Она вся Красота. белая, такая красота бывает. Это когда она вот расцветает? Это она расцветает в конце мая где-то. Ага. Вот как паводок прошел, Ага. она расцветает, но это вот как только она начала отцветать и в цвет входить, значит уже все холода прошли. Можно садить. Мгм. Примета тоже. Мгм. Тоже по ней можно судить. Да, вот рябина, например. Да, по ней, Ага, да, вот ага. мы и ориентируемся. Рябина, например. Мгм. Это тоже вот где-то лет тоже 25 ей. Красота. И тоже, ой, осенью какая красота. Вся красная стоит такая листва. Надо к вам осенью приехать в гости. Приезжайте. Вот, например, яблони. Мгм. Вот тоже она уже Кстати, вот, старенькая. Лена Павловна, у вас как у человека разбирающегося, да, Ага. мы знаем, что вот в центре города у нас планируют посадить яблоневые деревья. Да, Вот вы как вообще, считаете, вот обязательно. они приживаются, то есть все нормально, Да, у вовремя них поливать есть надо. будущее в этом, да? Есть, конечно. Вот смотрите, ну вот ей тоже где-то около 25 лет. Стоит. Ну почему бы не расти бы ей? Вот все время хотела посадить березу. Мгм. Вообще я березу очень люблю. Мгм. Но у березы очень мощные корни. Это вот где-то до 25 метров уходит. Естественно, если на огород уйдет, уже ее ничем не вырубишь. Мгм. Мгм. Ну, здесь вот, конечно, мне можно было бы, но тут у меня транспорт ходит. Вот тоже рябинка, тоже старенькая уже. Ну, хотя не старенькая она, ну, вот 20. А вот это еще у меня, это, вот у меня, как ее называют, боярышник. Вот он. Мгм. Тоже очень много плодов дает. Это мы взяли саласов наши Такой прям полезные. отдельный уголок, Мгм. райский, можно Ой, сказать. весной это вообще Ага. красота. Весной и осенью. Мгм. Когда все в цвету. В переходные периоды. Да, да, да. Мгм. Ну и черемуха там стоит. Ну, черемуха это вот большая, она так густо цветет. Вот эта яблонька еще одна. Ну, это молодая яблонька. Она вот, видите, высокая, она вся белая, абсолютно. Мгм. Шикарная. Да, и слава богу, ничем не болеет. Ничего не такого нету. И вот Красота. видите, сарданы какие нынче будут. У людей-то уже у всех расцвели. Видите, высокие они. И вот Мгм. смотрите-ка, поскольку раз, два, три, четыре, 5 штук, вот, например, вот здесь вот. Да. Мгм. Елена Павловна, ну вот у вас участок такой, ну, не маленький, да, можно сказать. Не хотите еще чего-нибудь посадить? Нет, не хочу. Это вот все равно, как будто бы вот вы на поле, как будто бы. Да. Вот вышли, тут зелень. И почему-то очень правильно, да, вот Сахалар косят после 12 июля, после Петрова дня. Абагамуня комитет. Мгм. Почему, да? Мгм. Потому что вот трава, она, видите, вот, она начинает осеменяться, вот, видите, вот. Так, пошли. ага.
Трава Да. осеменилась, значит, на будущий урожай все равно будет, трава будет расти. Поэтому можно косить. Все, вот мы уже вот на днях будем все это выкашивать. И потом, видите, очень много вот жалко вот таких вот цветочков полевых. Я люблю полевые цветы. Вот, видите, вот. А когда если рано скашивается, то То все и, подряд идет. то и цветов не будет, да? Да, то и уже. цветов не будет, да. Какие у вас планы, может быть, еще? Планы. Ну, работы в июне Жить и много. работать. На все лето работа обеспечена. Конечно. Ой, это вообще прекрасно. Если бы жары бы еще не было бы. Мгм. Но и она не мешает, потому что растениям нужна что? Влага и тепло. Все. И все будет расти, и урожаи будут. Мгм. Ну и вот напоследок, да, какие-то вот такие основные ваши советы дачникам. Не надо бояться огородов. Это удовольствие получать от этого. Это не надо с утра до ночи там вот так вот, ну, как говорится, это, да, Возиться. возиться. Да, Мгм. вышел утречком, ну, например, вот в 5 утра вышел, прохладненько, там окучил картошечку, это подвязал, подкормил. Все, приходишь домой, отдыхаешь. К вечеру опять пошел поработал. Ну, разве плохо? Отлично. Единственное, что вот эти правила, которые вот нужно, допустим, на огурцах поливать теплой водой. И вот у нас еще люди очень боятся кормить. Вот, конечно, это химия, это плохо. Мгм. Но тем не менее растения, у нас почвы совершенно бедные. Вот, и обязательно надо кормить. Как-то вот помогать, Да. да? Но строго по норме, Мгм. не более этого. И не надо, вот, ну, сейчас очень модно стало вот от сорняков и так далее пользоваться гербицидами. Я, например, на своем огороде не рекомендую. Потому что, ну, все-таки это натуральный яд. Во-первых, гербицид, он в земле не разлагается, он вот такая вот очень долго лежит. Поэтому зачем себя травить? Ручки есть, пошел, сорняки все убрал. Вот и все. Так что вот так вот надо. Надо любить свою землю. А у нас земля, ну, самая лучшая. Я вот езжу, когда все равно. 10 дней прошло, скорее домой охота. Тянет. Да. Мгм. Лена Павловна, огромное вам спасибо за ваши такие полезные советы, за ваши рекомендации. Я очень надеюсь, что мы с вами еще встретимся, и вдруг какие-то вопросы возникнут у нас, у наших телезрителей, вы нам поможете. Буду рада. Буду рада Лена хорошим Павловна, людям. главное вам здоровья, сил, Спасибо. да, вот чтобы вот это все вас только радовало. Спасибо вам еще раз. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Отличного всем дня, хорошего лета, отличного урожая. До встречи. Да, хорошего всем урожая, главное.